Данная тема, она традиционно выяснилась. Она традиционна для татарской историографии. Выделил вот Кульпин Губайдуллин, Гумилев, Миркасым Усманов, Измайлов, Юлай Шамиль Оглы. Проблема в источниках. Источников очень мало. То есть сколько сохранилось источников Золотой Орды? Ну, там меньше десятка. И, скажем так, работать с ними на Игурице, хотя там огромный литературный комплекс, да, можно увеличить их за счет хранения, пойти в библиотеку Каира, мамлюкский период, и там очень много работал представитель Золотой Орды, там можно что-то еще найти. Самое универсальное это вот климат. Вот если обратите, вот тут было взято изучение кернов, ледяных, древесных. Берется керн, забивается, вытаскивает и смотрится соотношение определенных слоев. Там, если холодно, одно количество материала, если тепло, там другого количества. То есть в кернах там можно отследить там, вплоть до что росло, чем питались. Это очень важно. Мы с вами, скажем так, идеология меняется. Но климат, питание – это вещь универсальная. Кстати, Вавилов в свое время написал, что основной, что регион Поволжья у нас прародина такого удивительного растения, как полба. То есть основное население питалось полбой. Это выяснить, когда стали смотреть на вот эти керны. Другой вариант, более эффективный, это ледяные керны в Гренландии. Ну, все видели рассказ, что они так делают. Сбивается керн, вытаскивается и смотрится вот толщину этого керна. Это очень похоже на дендрохронологию. Сначала пришли к выводу, что вот у нас есть климатические этапы, и самое важное – это похолодание. Они отрабатывали на знаменитом похолодании 3-4 веков, когда погибла Римская империя. Когда кочевники пришли, вот, там было выяснено, что происходит, сначала была концепция ядерной зимы. Вулкан действует, выходят огромные столпы пепла, покрывает землю, лучи не доходят, похолодание, либо там, где климат очень жесткий, становится еще больше жестче, там где значит, уровень грозовых фронтов меняется, и это приводит к засухам. Это вот одна была такая концепция, я вот тут показал наглядно, что это периодический всплеск, тоже вот в отложениях тоже можно было отследить. Эта концепция, она действует, исходя из того, что там был спор, в последние десятилетия человек это повлиял, либо это природа. Сошлись по мнению, что выбросы из вулканов намного больше, чем все вместе взято, что делает человечество на все протяжении. То есть один выброс вулкана. И они долгое время считали, что это вот такой ответ на все вопросы. Выброс вулкан, все, цивилизация погибла. Но не совсем так. В частности, погибает флора и фауна мгновенно, грубо говоря. Пепел выпадает, и, в общем, идет отравление. Кстати, сейчас концепция привела к тому, что и динозавры у нас погибли в результате вулканической деятельности и так далее, и так далее. У нас возникает одна из самых удивительных вещей – это мутация болезнетворных микроорганизмов. Ковид все знаем, прошли недавно. В чем стали выяснять, что это вдруг… Тема была очень популярна, пришли к выводу, что что-то должно привести к изменению бактерий, чтобы она стала активно действовать. Вот это самый крупнейший в истории цивилизации эпидемии. Вот антонилная чума, это оспа, Юстинианова чума, хотя там японская эпидемия оспы, самый знаменитый черный смерть. На самом деле наибольшее это вот у нас тут не показано, скажем так, самое масштабное это был испанка, которая погубила за один цикл 100 миллионов человек. Следующий всадник апокалипсиса – это голод. Да? То есть климат поменялся, неурожай и так далее.
И вот когда стали изучать исследователи, они сравнили, опять же, Керн, естественные методы, отложения, сколько может быть урожайность, и выяснилось, что в одних регионах могло быть массовый голод, а в других было хорошо. То есть это нестабильная вещь. Эпидемия прошла, голод прошел, дальше освобождение огромных территорий, происходит война. Ну, скажем так, для Орды это подтвердилось. То есть сначала это была эпидемия черной смерти, там их несколько вспышек, потом был голод 1360 года. А что значит голод? А это значит, поколение, которое рождалось после, обладало меньшим иммунитетом, чем поколение, которое до этого. В Европе, разница между нами и европейцами примерно 20 лет. То, что вот сейчас ковид был такой массовый, специалисты говорят, через 20 лет ждите у нас, здесь в таком же количестве. Ну, скажем так, они немножко лукавят, там, может быть, мутация произойдет, но благодаря нашей отработанной системе работы с эпидемиями, а там очень хорошо отработано, с искусственным интеллектом это все работает, скорее всего, будет вспышка, но она будет быстро локализована. Перед тем, как у нас Золотая Орда распалась и начало Казанского ханства, как раз была перманентная война. Там было два цикла, 1300, Великое Замятие 1360-1380 годов, и второй цикл эпидемический 1420-1430 год. Я об этих циклах, вот как раз от 20-х, 30-х я еще поговорю. Ну и революция. Революция это не только технологии, не только восстание людей, но и революция вообще в сознании. Потому что старое население, старая идеологическая конструкция умирает, старые элиты уходят, и происходят новые, рождается новая система в технологические решения, новая система управления, новый мир, который обычно приходит религиозный. То есть там при падении, сначала идет упадение, никто не защищает, надо что-то верить, и Бог у нас на первом месте. Ну, теперь давайте следующий. И вот это кризис Юстинианова чума, как раз проявившийся в набегах. Гибель империи и переход к новому эпохе феодализма. Ну, сейчас вот как раз по ним историю. Для нашего региона, кстати, скорее всего, она тоже была, потому что данные, если верить данные, которые были обнаружены археологами, это кости черных крыс, а черные крысы переносчик бубонной чумы. Скорее всего, у нас она фиксировалась, и после этого вспышки периодически возникают, потому что на памятниках, большинство из них, которые я работал, они как раз и фиксируются, находятся. То есть это почему важно именно черные крысы, потому что это дает возможность понять, была ли присутствовала чума или не присутствовала в объекте. И вот на протяжении, по крайней мере, между 7 и до черной смерти, там 7 крупных вспышек, которые переходятся в источнике они также фиксируются. Правда, иногда не объясняется. Последнее открытие, которое в дендрохронологии было признано во всем мире. Это было что-то, вызвало что-то масштабное. Так же, как введение в исследованиях по болезням ПЦР, метод реакции на остатки генома болезнетворных микроорганизмов, дендрохронологи предложили наш новый метод, то есть определение хронологии. Не то, что он новый, скорее уточняющий. Дендрохронология очень хорошо, она чем хороша? Потому что при ПЦР-тесте там определить конкретный год невозможно. Там разница 110-120 лет. Ну вот здесь она есть, а вот здесь ее нет. Значит, здесь по кольцам они определили. И выяснилось, что в 1974-1975 году произошел какой-то большой выплеск углеродных изотопов, углерод-14 или 10 хлор-36. И, скорее всего, этот факт, событие повлияло на изменение
мутацию вот этих близнецов микроорганизмов. Нас интересует, ну, скажу так, 74 год, там, 74, там, в X веке была вспышка, она указывала, что погибло государство Бохай на Дальнем Востоке. Нас интересует последнее, 1279 год. Соответственно, что это такое? Вот это этапы малых ледникового периода. И мы видим вот в районе, сейчас скажу, где-то вот оно, похолодание началось. И она точно, эта вспышка позволила определить начало изменений климата, холодный период, малохолодный период, продолжавшийся, ну, считается до 19 века, ну вот, чуть-чуть, скорее всего, он там чуть подальше, потому что был еще год без лета, 1816 год. Соответственно, 1279 год. Это фиксируется в летописях, когда из-за голода, изменения погоды, хан Нагай пошел большим походом на Венгрию. Вот. Казанское ханство у нас попадает на минимум Штырера. То есть там произошло то, что вроде бы мы видим 1279. Вот это вот чума, черная смерть, вот она график. В начале 15 века якобы восстанавливается до уровня, а дальше опять падение идет. Это накладывается на то, что в районе 1400 года там идет образование Казанского ханства. Да, то есть численность населения растет, и это дает возможность вот центру Казанского ханства возвыситься на окружающую территорию. Соответственно, вроде бы все хорошо, но и должно быть закончиться. И опять начинается. В районе 1420-1430 год. Там как раз идет междоусобица между Улуг Мухаммед и его конкурентами. И в 30-е годы Улуг Мухаммед на фоне того, что там написано в летописи, это очень страшное десятилетие, 1420-1440 год. Плюс сюда еще добавляется эпидемия, ну вот, скажем так, двигается со степей наверх. Историки долго думали, а что же его двигается наверх, почему он все время двигается. А там оказалось очень прозаично. Значит, вот эта лесостепная зона, она, оказывается, начинает двигаться на север. Грозовой фронт уходит на север. Соответственно, то есть лесостепная зона, она очень короткая, и она двигается вслед за грозовыми фронтами. То есть выпадает дождь. Ну, то есть специфическая черта нашего региона в том, что зимой становится холоднее, огромное количество осадков падает, а летом осадков практически нет. Вот мы сейчас это то же самое наблюдаем. К чему это приводит? А тому, что практически, ну, фактически не вырастает в тех регионах, где наиболее в степной зоне не вырастает хлеб, это очень важно. Либо там, ну, то есть не созревает, даже созреть не может, потому что снега много, а потом он начинает промерзать, это образует, для хлеборобов это очень опасно, потому что земля промерзает, рожь не прорастает. Ну, пшеницу. А для кочевников это очень опасно, потому что это джут. Ну, что такое джут? Это значит ледяная корка, лошадь подходит. Они же, кочевые лошади, питаются зимой, они откапывают. И когда ледяная корка, они не могут ее откопать. Там падеж начинается. И плюс еще сюда добавлять болезнь, так антониновый жар. То есть хлеб некачественно хранится, и когда ближе к весне он начинает, там появляется грибок спорня, который при употреблении начинается жар и все такое. В частности, в 1484 году таким образом очень сильно пострадала Большая Ногайская Орда, там прям зафиксировано. Отсюда в 1484 году, там это вот точно фиксируется, я спрашивал у коллег, Крымское ханство начинает, ну, она в районе Крыма и в округе занимает, она начинает двигаться на восток. То есть вместо Большой Орды появляется Крымское ханство. Весной была создана таблица всех крупнейших вспышек, и мы с коллегой Фоминым внесли ее в таблицу.
И если мы посмотрим, то есть это вот пики эпидемические, а если посмотреть по климату, то эпидемические пики, они происходят на падениях, как раз на максимальную глубину, когда падение идет, вот, климат падает. Грубо говоря, и вот происходит так, климат у нас растет, количество эпидемий сокращается. Значит, что нас интересует? Дата 1420 год. Вот первый пункт пошел. В этот год как раз Улуг Мухаммед начинает свое, его изгоняет из Крыма, и он начинает двигаться. Второй пик. В районе 1437 год. Казанское ханство у нас якобы создает. Третий пик у нас 1520 обострение, московское, казанское обострение. Ну и вот до 1500, минимум до 1540, но там климат еще меняется. Я специально карту показал, что как происходило в общем набеге. Улуг Мухаммед, он где-то, то есть вот эта зона практически, то есть голая степь, дикое поле, жить там невозможно, даже Улуг Мухаммед. Поэтому его Литва, поскольку она более урбанизирована, начинает движение в сторону дикого поля. При этом как это происходит? Москва тоже самое проводила. Они начинают строить города. То есть это дикое поле для снабжения армии. И здесь очень важно, что когда Улуг Мухаммед, а впоследствии Махмутек и следующие казанские ханы начинают проводить военные действия, они вынуждены опираться на аванпосты. При этом замечает, что действиям казанской рати нужно ходить в зимний период. Летний было крайне неудобно ходить. Зимой там уже образовывается возможность ходить на север-запад в районе Галича, и это Палетов не читает. То есть это вот карта Астайкина, где он там показывает. Значит, поход казанской рати идет на северо-запад, потому что с одной стороны, похолодает, ледяной покров, но при этом болото начинает промерзать. И появляется возможность хождения на северо-запад. Невозможно становится ходить по южной части, там степь, там тем более появляются нагайцы, башкиры. Это народы, хотя говорящие говорящие на татарском языке, если уж так говорить. И вот они начинают кочевать. Причем башкиры начинают сходить. Их с севера еще холоднее становится. Они спускаться начинают. Это, вот они где-то в районе Оби обитают. И нагайцы начинают двигаться, а там же невозможно жить в степи, потому что воды нет, ничего нет, и они начинают двигаться. Второе возрождение нагайское как раз похолодание идет. Вот. А Москва в это время понимает, что не получается по югу проходить, потому что у них привязка к сельскохозяйственному севообороту, поэтому можно осуществлять походы либо осенью, а осенью при изменении климата там может быть резко наступить похолодание, либо летом, а летом это только по воде. Значит, тактика казанского ханства в этот период – это набеги, это разграбление крепостей и быстрый отход. Смысла нет, то есть набежали, убрали, чтобы русские не продвигали. При этом в этот момент растет влияние через Крым Османской империи. Османская империя – это лидер мирового, на тот момент это лидер культурного, технологического, это к тому же близкородственная языковая группа. То есть это даже показано то, что они там ходили близко к османской одежде. Вот. При этом можно обратить внимание, что верблюды, то есть они находятся, скажем так, это более поздний вариант, когда пехота появляется. Но основная масса как раз стрелковый бой и, соответственно, появление пушек. Как раз в этот момент как раз казанцы начинают использовать, то есть еще Улуг Мухаммед использовал в битве, в 1444 году он как раз использовал крепость, ледяную крепость, чтобы взять, чтобы фактически сдержать московский рать. То есть вот такие, гуляя быстрого возводимой конструкции обороны, становятся в московско-казанском противостоянии одни из доминирующих тактики. Следующее. Вот то, что москвичи. И все походы зимние. А московская рать,
Она использует, в основном она использует, поскольку более технологичные, это водную рать. То есть они по рекам ходят. Невозможно. В 1467 году попытались по старинке пойти на Казань, собрали лошадей, конное войско, она же ордынская, Москва это ордынская, ордынская тактика, ордынское войско. Кавалеристы, та же самая ордынская. Там в 1467 году почти подошли до берега Волги, но вдруг неожиданно упал климат, лошади померли, стали отступать, и это было очень серьезное поражение. Это при Иване III, который там Новгород впоследствии, в 1472 году, кстати, вспышка в 1967 году, там пик опять эпидемический. И все, набег на Алексин, и вот большой хан Большой Орды, там его войско остановилось под Алексином. 1472 год. Значит, вот эта тактика, москвичи начинают менять. Так, это вот о чем я говорю, потому что для эпидемии, последствий голода, последствий климатических изменений, важное является города. И основные события, крупные эпидемические вспышки, они идут в Литве. И вот как только начинается эпидемические вспышки, так начинает поход обострения. И вот один из них 1516 года закончился тем, что Казанский хан подписал мирное соглашение с Москвой на 5 лет, а потом опять этого не 5. То есть эпидемический фактор, подробно здесь и не имеет смысла, его надо просто разбирать. Но скажу-то сразу, что центр, вектор русско-татарского противостояния переходит из Казани в степи, в литовские степи. Вот фактически на территории нынешней Украины. То есть Литва двигается, она более урбанизирована, она более мощная. Что меняется? Это борьба за народы, финно-угорские народы, которые ходят на лыжах. Что такое хождение на лыжах зимой? Лошадей не надо кормить. И, соответственно, строительство городов, Василь-Сурск. Там установление контроля над Пермью Великую, Чердынью и, грубо говоря, городов Ихлынов, нынешний Киров. Города находятся на островах, там как раз вокруг болот, их взять невозможно, их можно только с воды. И вот Москва, она пользуется этим. Там вот хорошо, особенно шкунники хорошо этим пользуются, когда эпидемия случалась, они начинали ходить вдоль по Волге, потому что ослабленные не могли защитить себя. Так я когда смотрел, там они, если год есть, по Волге вспышка, значит, могли у шкунники ходить. Вот, дальше. Противостояние где-то он пришел в 1520-х годах, там перелом наступил, потому что в Москве все-таки набралось ресурсы, люди стали расти, и, скажем так, кухня была более адаптивна к региону, то есть более высококалорийная кухня позволяла пережить холодный период. А это значит, ты можешь зимой более сильно ты зимой. Изменяется тактика, главная из которых это применение артиллерии, что свидетельствует о высоком уровне развития, технологического развития, металлургии, а это очень важно, торговля. И прежде всего пехота. То есть более высокотехнологические, помноженное на численный перевес, привело к тому, что Москва постепенно начала выдавливать. И это стало заметно в 1530 году, когда московская рать стала под Казанью, начался обстрел. Но там сказали, там у нас обычно пишут, переругались воеводы, что-то там непонятно зачем, кто-то первый. Там в летописи по-другому все было написано. А там пошел дождь такой силы, что просто весь порох помог. И они, этим и закончили. Причем там замечательно, 1530 год начинается потепление, последняя вспышка, такая эпидемическая вспышка, большая активность. Приходится на 1530-33 год. Кстати, по всей Европе это очень была страшная вспышка. То есть там именно в эту вспышку, кстати, писал Нострадамус. Он же писал вот эти свои Катрены в будущем. Он уже был доктором в чумную эпоху. Для французов 1530 год – это страшная эпоха. Там и религиозные войны. Кстати, 1530 год, если так посмотреть, обострение на всем пространстве.
30-й год для казанского ханства это вот как раз смена Шах-Али на последний, на одного из гиреев, то есть вот это шарахание. Как раз это там качели климатические. Ну и чем еще где-то со второй половины опять похолодание случается. Москва попыталась опять в 1545 году перевести, ну, зимний поход совершить. И там у нас опять в 46 году, 45 на 46 год, там 46 на 47 точно, утонули пушки.